Друзья, приветствуем вас на YouTube-канале Гагауз Медиа. Это проект «Единомышленники». Все мы знаем, как важно соблюдение законов, общественного порядка и доверия между гражданами. Знаем, потому что это обеспечивает спокойную и безопасную жизнь всем и каждому. В этом выпуске, друзья, мы поговорим о полиции в Молдове и о том, как работа правоохранительных органов отражается в жизни Гагаузии. Обсудим реформы, проблемы и реальные вызовы. Мы вместе с вами узнаем об этом из первых уст от человека, который несет ответственность за работу полиции в нашей стране. Поговорим о дезинформации, электоральной коррупции, митингах, наркотиках и о работе сотрудников полиции в непростых условиях современности. Но прежде чем мы начнем, друзья, мы предлагаем вам подписаться на наш канал и ставьте лайки нашим дискуссиям. Это помогает нам продвигать наш проект. Ну и помните, чем больше единомышленников, тем сильнее наше сообщество. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в нашей студии глава Генерального инспектората полиции Республики Молдова Виорел Черноуцану. Виорел Черноуцану, глава Генерального инспектората полиции Республики Молдова. Ранее занимал должность государственного секретаря Министерства внутренних дел, возглавлял юридическое управление Генерального инспектората полиции, а также работал в Бюро по реинтеграции при Государственной канцелярии. Имеет опыт оперативной работы и управления специальными подразделениями, включая подразделение быстрого реагирования «Фулджер». По образованию юрист, выпускник Академии полиции имени Штефана Челмари. Также проходил обучение в полицейской академии Турции и в военном лицее Румынии. Владеет румынским и русским языком. Также говорит на английском и турецком. Господин Черноуцану, здравствуйте, добро пожаловать в нашу студию. Добрый день. Merhaba. Biz de diyelim hoş geldiniz. Да. Yok önce bundan çekitmelme. Var mı bu kadar yüksek orada işleyen bir polis insanına laf etme Türkçe, Gagauzca? Что мы не могли пройти мимо того, что вы знаете турецкий язык. Скажите нам, что... Не знаю я так уж много на турецком уже, потому что 25 лет с того времени, когда я уже не разговариваю на турецком, но было приятно тогда, когда я научил в Турции, в академии, и именно на турецком языке. Тогда общались и с коллегами из Гагаузии, которые... тоже учили вместе в Турции. К сожалению, был только год-полтора и не умел так уж много... Практики не было такой большой, да? Но все равно было приятно. И сегодня, когда вспоминаю все эти эмоции, когда даже встречаюсь с моими коллегами или с посол Турции, то приятно, когда поменяю несколько слов там на турецком языке. Да. Ну, вот такой хороший... вы говорите о том, что в Турции... А почему Турция была избрана вами для обучения тогда в лицее? Ну, тогда, Академии, в 2000 году где-то, да, были эти перемены... Обмен опытом, наверное, обмен опытом, да, и именно с Турцией был обмен опытом. Тогда были 5 молодых парней с Гагаузии и 5 с Кишинева. И просто был тот обмен. После предыдущий обмен с Румынией, вот был следующий в Турции. Так что видел очень многих и научил очень многих веществ там в Турции. И сейчас для меня это как-то приятно, что я был там. Предлагаю начать с тех вопросов, которые являются наиболее актуальными для жителей нашей Гагаузии. Выборы Башкану 2023 года и все те события, которые последовали после этого, привели к тому, что в Гагаузии огромное количество людей получили штрафы. Получили штрафы за незаконное финансирование, за подкуп. Кто-то эти штрафы оплатил, кто-то обратился в суды, кто-то был оправдан, а кто-то решил сотрудничать с полицией. По-разному у нас здесь в Гагаузии говорили об этом, были разного рода слухи и так далее. Но мы хотели бы сегодня услышать детали этой всей кампании со штрафами именно от вас. Впервые надо понять, что полиция ничего не имела с людьми с Гагаузии. Эта статья, которая была
написано в законе, административном кодексе, 47-1 статья, она вообще-то была для всех тех, которые получили деньги в эти ситуации. К сожалению, наверное, мы не успели разговаривать с всеми людьми, чтобы сказать им, вот какие есть обязанности у каждого человека. Но я попытался в разные мои брифинги или интервью, которые я дал, чтобы объяснять людям, что у каждого человека, ну, наверное, он и погрешил, да? Наверное, он ошибся. Ну, это может быть такое, но самое главное, чтобы она сотрудничала и осознавала свои ошибки, чтобы и для этого любой человек мог бы быть освобожден от ответственности. И я попытался сказать, и даже когда были приглашены люди сектора полиции, чтобы создали эти протоколы, чтобы объясняли люди, у вас есть такая возможность, пожалуйста, думайте, у вас в этой ситуации не будет ответственности за то, если вы скажете, кто вас привез в эту схему, кто предложил эти деньги, или как вы попали в эту схему. И в этой ситуации человек должен быть освобожден от ответственности. Но, к сожалению, у нас, так как сказать, чтобы не обидеть людей, есть и это упорство, что я ничего не скажу, что они будут мне сделать, и еще те ЦО, которые дали и Ланшор, и разные их компании, что ничего они вам не сделают, ничего не скажите. Вот это привело к тому, что люди в этой ситуации, к сожалению, попали в эту неприятную, так сказать, ситуацию. Но постоянно есть возможность, чтобы люди могли приезжать, сказать и сделать этот... Смотрите, чтобы уточнить и дать возможности и нам, и нашим зрителям больше понять. Получается, что людей что встревожило? То, что когда им политические лидеры гагаузской автономии предлагали, берите эти деньги, это законно, мы вот подписали там договора. Люди вовлеклись в это, потому что местные лидеры сказали, что это все законно. Но когда пришла полиция с протоколами, она приходила к людям. Но мы не видели, чтобы полиция приходила к тем людям, которые убеждали людей, и они на поверхности, их работа была видна всем, и вам, и нам, и жителям гагаузской автономии. Можно здесь еще маленький момент? Простите, почему пожалуйста. Они не были вовлечены в не просто такую людям протокольную сказали, работу? Да, а приняли постановление на уровне Народного собрания Гагаузии, что вот такая помощь придет в Гагаузию, люди получаете. И она законна. Да. Ну, я не знаю, о ком вы имеете в виду на прямом... Но об этом заявили бывший спикер Народного собрания Гагаузии. Ну, и где сейчас спикер Народного собрания Гагаузии? Но люди-то не знали о том, что кто-то сбежит, а кто-то уйдет, а кто-то будет людей подставлять, а сам о себе позаботиться. К сожалению, люди верили в некоторые лица, которые, так сказать, обманывали их. Это, к сожалению. Из-за этого надо как-то поправить эту ситуацию. И вот я пришел сюда. На следующей неделе я снова буду здесь, в Гагаузии, буду встречаться с примарами, с мэрами всей Гагаузии. А чья это инициатива? Это моя инициатива. Я попросил здесь управление наших коллег с управления полиции Гагаузии, чтобы организовать эту встречу, чтобы обсудили вот именно все эти проблемы, которые есть в каждом селе здесь в Гагаузии. И чтобы найти именно ответы на все вопросы, которые есть у людей здесь, и как мы можем передвижаться так, чтобы и людям помогли, чтобы они как-то помочь, а в то же время и чтобы закон соблюдал. Вот именно для этого. И если помните, то на последних выборах, которые были, мы как-то попытались
сначала предупредить именно этого, чтобы предупредить, как-то информировать людей, чтобы не ехать сразу, чтобы ставить эти протоколы. И на самом деле на последних выборах Вы говорите о парламентских? О парламентских, да. Были меньше этих случаев, да. Но все равно были, к сожалению, были. И ошибка в том, что не был одно целое, чтобы проинформировать людей из правительства Гагаузии. Были здесь... Так, правительство Гагаузии было заинтересовано, чтобы людям раздавать эту информацию, и убеждать их в том, что это законно, подключайтесь, берите, участвуйте. И люди поверили избранным своим властям. Ну, к сожалению, это так. Но были здесь в Гагаузии люди, которые информировали правильно, что вот будет штрафы. Были. Есть разные примеры, которые предупреждали об этом. И надо было как-то соблюдать и за закон. Но я еще раз говорю, нужно сделать так, и на данном моменте не поздно еще, чтобы люди, когда сотрудничали с нашими органами, чтобы они могли бы быть освобождены от этих... То есть получается, что если люди отвечают на вопросы полиции... 3 вопроса. Какие? Кто вас пригласил в эту схему? Кто написал вам или зарегистрировал на этот... И кто курирует вашу зону? Вот эти вопросы, если отвечает, то человек... Я понимаю, Господин что Черноусов, понимаете, это сосед. Мы живем в маленькой местности, и все друг друга знают. И этот вопрос становится, мне кажется, из области Ну, если законной. сосед придет и скажет то же самое, но чуть выше в этой пирамиде, то и сосед тоже будет освобожден от ответственности. Но надо так, чтобы доехать до самого верха. Вот если про тех, кто повыше, как раз-таки в Гагаузии и есть вопросы, почему даже оштрафованы не были. Мы понимаем, что те, кто повыше в этой схеме, это будет не просто штраф, там совсем другая ответственность у этих людей. Уже не административный кодекс, там они попадают под уголовную ответственность. Да. Конечно, да. И вот в Гагаузии есть вопросы. Те люди, которые подписали, написали, приняли то постановление, согласно которого мы эти деньги получали, они никак не наказаны. Да, люди говорят. Да, люди говорят об этом. Ведь, наверное, если не через день, то в каждой неделе мы видим, что вот был... задержан кто-то. Не только задержан, но уже и в суд принял решение насчет одного или другого, или третьего. Да, такая информация часто каждой неделе уже... Я понимаю, что люди не видят это, и не могут видеть в каждый день, что случилось и что вот с Да, Андреем, и поэтому картинка Григорием, их восприятия, она сжимается до того, что ко мне пришли. Что каждый тот, который был в этой схеме, позже все равно он будет отвечать. Скажите, как вы можете ответить на то, что это, кстати, люди говорят, которые имели беседы с полицейскими. Кто-то выиграл уже судебное разбирательство, потому что по той причине, что полицейские неправильно оформили протокол. Вот у меня вопрос. Как возможно такое, что полицейский, который оформляет протокол, оформляет его неверно? Знаете, это халатное отношение или это что? К сожалению, есть разные сотрудники. К сожалению, говорю. Даже те, которые не знают очень хорошо административный кодекс. Мы должны понимать, что в полиции не работают все сотрудники, которые есть высшее образование или юридическое образование. Есть сотрудники, которые даже после лицея, после школы, у него нет образования юридическое. И это именно сделает то, что они ошибаются, совершают ошибки. Но что хочу сказать, если так взять в общем, я не могу сказать, сколько были в Гагаузии здесь штрафы, но по всей стране были, если я не ошибаюсь, где-то 28-29 тысяч штрафов. Протоколов создано, штрафов. То где-то 4% были аннулированы в инстанции.
Да, ну, за разные... Или большая цифра, 4% из всех. Ну, не мог бы сказать, что это большая цифра, но все равно... Она есть. Она есть, и это хорошо, когда вот есть и разные баррикады, потому что демонстрировалось, что и полицейский мог ошибаться в какие-то протоколы, но есть протокол мог бы и аннулировать не только, что нет доказательства, но есть случаи, когда полицейский просто ошибся в протокол, сделал какие-то ошибки, и это тоже повод для того, чтобы аннулировать протокол. Но еще раз, из 28 тысяч, 29 тысяч протоколов, 4% это так взять по обществу, если процессы в Молдавии вот на прошлом году были где-то 1 миллион протоколов созданы в течение года, то все равно 4-5% они аннулированы по разных причинах. Либо там не было какие-то доказательства, либо были какие-то ошибки. Ну, в каждой этой ситуации начинается расследование, внутреннее расследование, чтобы предотвратить. Именно это. То же самое было и насчет этих протоколов, чтобы смотреть, если виноват полицейский, или у него вообще не были там доказательства или что-либо другое, и он создал этот протокол, он должен отвечать. Но каждый случай обсуждается отдельно внутреннее расследование. Скажите, а насколько вот этот урок подкупа избирателей и последствия этого подкупа стали поучительными для граждан Молдовы, и с какими выводами по этой ситуации выходит полиция? Ведь это было беспрецедентно в 2023 году особенно. Именно потому, что закон был заменен в 2024 году в августе, если я не ошибаюсь. До президентского выбора месяца, там, наверное, было 2 месяца раньше. Если так взять, то неприятно, чтобы людям ставить этот протокол. Но то, что спрашивали вы меня, это создала порядку. Обеспечила порядок? Именно потому, что если так взять в 2024 с 2025 году, то в 2025 у нас не были такие огромные масштабные случаи. Да. Вы имеете в виду, что именно закон помог установить такие? Ну, закон мог бы быть, а он... А если его не внедряют и не выполняют, конечно, ничего не работает? Так что и наши действия и коллеги с ЧНА то же самое. Мы работали вместе, потому что никак... Это вообще компетенция была у ЧНА. Ну, мы понимаем, что у Центра национальной антикоррупции нету таких возможностей по всей территории Молдавии, чтобы они сумели создать эти протоколы, и из-за этого поменяли снова закон и дали компетенции и в сторону полиции. В Гагаузии очень часто мы слышали, что отказываются полицейские писать протоколы. Вот были ли такие случаи? Очень интересный ответ на этот вопрос. Почему? Потому что это как раз говорит о том, что в Гагаузии все друг друга знают, и когда полицейский поставлен в условия выполнения своей профессии, но он идет с этим вопросом к соседу. Как эти моральные аспекты разрешаются? Я понимаю, но то же самое мог бы обсудить в случае, если сосед нарушает другое общественное правило. Я не знаю, разные там. Да, то же самое. Это нарушение. Она написана в законе. Так что полицейский по роду службы обязан, чтобы сделать это. Я не могу сказать, что вот были случаи, где наши коллеги не хотели создать эти протоколы. Может и быть случай там 2, но у меня этого не дошлось.
Для меня как-то было приятно узнать, что в Гагаузии так параллельно взять с другими структурами госучреждения. В полиции мы нашли только 2 или 3 сотрудники, у которых Ошибки заполнены? были ПСБ. Да? Да. Даже у сотрудников полиции? Ну, были их 3 было случая, немного, но так взять В других регионах больше было? были по сотне, так что... Какая приятная информация. Это говорит о том, что сотрудники полиции, Гагаузии которые работают в оказались, Гагаузии, да. оказались И это было устойчивее к этому. Да, и это было приятно для А нас. можно как раз здесь одно из исследований выявило, что уровень электоральной коррупции не в полиции, а по региону был в несколько раз выше в Гагаузии, чем в других регионах. У нас есть эта карта, где мы увидим, что Гагаузия выделена красным цветом, потому что здесь уровень был намного выше, чем в других регионах. Есть ли какой-то ответ у вас? Почему так получилось? Ну, наверное, ответ вы сами дали чуть выше, когда руководство с Гагаузии предлагал людям, чтобы они не боялись и люди принимали. поверили. Да, и люди поверили в этом. Наверное, здесь есть и этот риск, который был. Но на самом деле были разные случаи, если вспоминаем в 24-м, когда даже в социальные учреждения, Бюджетных учреждениях, в школах, когда были медучреждениях. разные эти случаи. Но я не хочу сказать, что в Гагаузии коррупция выше, чем... Есть некоторые люди, которые просто не соблюдили закон и обласнили других... Вовлекли, скажем так, других. Да. Но Давайте... не сказал бы, что здесь вот больше, чем Локница или Бречение. Понятно. Нет, это плохо, что коррупция, но приятно слышать, что здесь не больше, чем в Окнице и в Бречен. Надо понимать, что здесь тоже наши люди. Граждане одной граждане страны, Республики Молдова. И мы должны обсудить и уважать и каждого хорошего и нормального человека, который респект, соблюдает закон. Так что не имеет значения, он с Камрата, с Чадерлунга, Авдарма или другой регион Молдавии, он наш гражданин, и мы должны общаться с ним как гражданином Молдавии. Давайте поговорим и о митингах, которые тоже являются частью. То есть, что такое митинг? Митинг – это общественное событие, которое имеет право провести граждане тогда, когда они хотят что-то сказать власти. И это в демократическом обществе более чем нормально. И митинги в жизни Гагаузской автономии с 2023 года стали просто самыми часто проводимыми событиями. И не только здесь, кстати, в Камрате, но из Гагаузии были организованы митинги и в Кишиневе. Полиция, конечно же, должна соблюдать общественный порядок. И, безусловно, мы видели на протяжении этого времени, как у организаторов митингов здесь в Гагаузии есть претензии к полиции, которая обязана соблюдать общественный порядок. Мы хотели бы сейчас попросить вас прокомментировать, буквально недавно был митинг в Гагаузии, прокомментировать 2 цитаты организатора и лидера, который был на этом митинге и бывает на многих митингах в Гагаузии. Давайте эти цитаты выведем на экран, если можно, для наших зрителей в том числе. Цитата Михаила Влаха, последний митинг, который проходил в Камрате. Полиция, 26 числа, по-моему, 26 апреля был митинг. Полиция просто оборзела, извините, читаем, как было сказано, заблокировала всю Гагаузию, чтобы площадь не наполнилась, но площадь полная. И Илья Узун, вторая цитата, звонили вчера наши патриоты и сказали, что в Кангазе, Вулканештах, Чадерлунге лично сам видел 5 экипажей в Камрате. Полиция кошмарит наших людей, видимо, запугивали, чтобы здесь никого не было. Скажите, пожалуйста. Ну, мы же видим, сами видим. Нет, прокомментируйте, почему вы запрещаете людям, есть ли такие факты, что полиция никому запрещает ничего не запрещено. Людям? Именно насчет митингов, я хочу сказать, что у нас, если взять
так, наш закон о митингах, то, наверное, он самый-самый Гуманный, скажем гуманный, так. да. Но, с сожалению, у нас в последнее время митинг понятие некоторых имеет все права, чтобы заплатили эти соучастники, чтобы они сделали там все, что они хотят, но в каждом митинге должны быть соблюдены некоторые правила. И, к сожалению, мы же видим, кто и как говорит насчет полиции, что вот не разрешили. Мы разрешаем, всем разрешаем, но в то же время надо соблюдать закон насчет этих митингов. А когда мы фиксируем, что там платят одного, или там платят другого, или вообще интенции, которые там есть, они никак не имеют общества с Системой. Да, вот в эти случаи как-то надо... А то, что на каждом митинге есть полиция, это наша обязанность. Впервые ни один митинг нету, не имеет значения в Гагаузии, в Кишиневе, в Белцах и так далее, чтобы не была полиция там, потому что это наша обязанность, чтобы были там. В случае, если там начнутся какие-то ссоры и беспределы, все спрашивают, а где полиция? Если в случае, если есть полиция там, то получается, что это плохо. Это плохо. Но мы видели в эти цитаты, что вот мы так понимаем, или мы так, я не помню так точно, как было там сказано, но нету было сказано, никаких... что вы оборзели. Полиция. Нет, здесь было сказано, да, и то, что возможно... Возможно, вот именно, возможно, но есть какие прямые факты? Нету. Возможно, вот эта декларация, чтобы снова создать ситуацию такую, что обсуждаемую в обществе. Потому что мы заметили, что не только, как сказала Снежана, не только на этом митинге, но все предыдущие митинги, которые организовывались здесь в Камрате или организовывались в Кишиневе, на всех этих митингах обязательно звучали обвинения в адрес полиции. На ваш взгляд, это такая тактика? Ну, наверное, у них такая тактика. К сожалению, если ты остановишь человека и спрашиваешь, ты куда уезжаешь? В митинге. И в эти расследования он тебе говорит, что вот нам заплатили столько и столько. Ну, это сразу понято, что это коррупция. И есть снова другая часть в административном кодексе 47/2, где написано, что митинги, которые проплачены, они противозаконны, наверное. Да. Но смотрите, тут-то ведь цитата была в том, что из Кангаза, Вулканешта, в Чидерлунге задерживали автобусы, которые направлялись в Камрат. Но здесь очень интересно, что вчера увидели. Если у вас такие факты, вот задержание этих автобусов. Потому что я себе представляю так, слушая эту цитату, что очень много людей собирались в Камрат на митинг, но полиция их задержала где-то там при выезде из этих городов. Наверное, когда не сможешь объединить множество там людей, тогда найдешь разные объяснения насчет этого. Но если есть какие нарушения прав со стороны полиции насчет этих митингов, у каждого из этих человек, который зафиксировали, или, не, хочу сказать, и Влах, и Узун, если они видели какие-то нарушения, они имеют все права, чтобы написать заявление в ЧНАЦ, национальной антикоррупции, вот насчет действий, или в прокуратуре, насчет действий сотрудников полиции. Но если это нету, и только голословно декларирует это, то понимаешь, что вся эта, наверное, политика и...
А нет вообще никаких обращений в полицию вот по поводу того, что полиция мешает организовывать митинги? Если я так вспоминать, в течение год с полтора ни одной заявление не было отправлено с Гагаузии или с какими-то людьми в сторону полиции, что вот им не разрешили быть на эти митинги. Но когда читаешь вот это вот заявление Илиузуна, звонили вчера вечером патриоты наши и сказали, что там в Кангазе, в Вулканеште, в Чадрунге есть экипажи. То есть получается, что люди выехали на этот митинг еще с вечера. До Камрата расстояние 15-20 километров. Это абсурдно, чтобы сидели полицейские сутками. Сутками, чтобы, как сказали вы, там 20 минут ехать на маршрутке, так что никак не понимаю. Знаете, какой вопрос возникает сейчас? Вот, если вы говорите, что это не так, и нет за 1,5 года или за год с лишним, нет ни одного заявления ни в полицию, либо в соответствующие органы для того, чтобы пожаловаться на полицию, скажем, да, то тогда почему полиция, слыша вот эти вот заявления от разных лидеров, организаторов этих митингов, не делает свои брифинги, я не знаю, не объясняет людям, что это не так? Есть ли у полиции на это время, желание, и видите ли вы в этом определенную обязанность полиции, чтобы информировать людей? Потому что однобокое получение информации действительно складывается такое впечатление, что а почему полиция должна запрещать людям приезжать на митинги? Видите, если так взять и выйти с оправданием у каждого, по каждому заявлению, по каждому заявлению, не только с Гагаузии, но мы же видим по разным СМИ или полиция там. Есть для этого пресс-служба в полиции, но так, чтобы, если спрашивает нас, почему вы не разрешили, или почему там случилось такое, конечно, дадим ответ насчет этого. Но так, чтобы мы вышли с разными, я не знаю... Нет времени на это, скорее всего. Да? Если вы будете спрашивать меня, Вадим, или в другой случай, зачем случилось, что сказал наш здесь... Блах или Узун, или не знаю кто еще, или примар там. То вы достаточно открыты, чтобы давать такие ответы. Да, и если вы обсудите вся ситуация, то констатируете, что я у каждого журналиста отвечаю на телефон и отвечаю на все вопросы, если есть вопросы. Да. Скажите, пожалуйста, а существует ли, на ваш взгляд, риск нестабильности в Гагаузии в связи с тем, что вот эти митинги по-прежнему организуют люди, которые были близки или работали в схемах Шора? Нет, если честно, то я не вижу каких-либо таких рисков насчет людей здесь. Я думаю, что люди скоро понимают, что у некоторых людей здесь, у которых есть разные там интересы, их не интересы, но интересы людей здесь в Гагаузии, наверное, те же, которые у каждого человека в Молдавии, чтобы он жил хорошо, чтобы у него были гарантированы все права, и чтобы он смог работать, и самое главное, наверное, чтобы стресс Кампачи жил в мире. Да. Наверное, у каждого есть эти желания. Господин Черноуцан, в нашем выпуске есть такая рубрика «Люди говорят, что». Здесь короткие вопросы, мы просим ваших коротких ответов. Зрители наши знают, что здесь эта рубрика непременно живет в единомышленниках, поэтому давайте посмотрим, какие ответы даст господин Черноуцан на вопросы людей. Люди говорят, что... Люди говорят, что полиция в Молдове мешает политической активности граждан. Смотря как видим это, но я думаю, что нет. Мы соблюдаем закон. Люди говорят, что заявления о преступлениях расследуются долго или формально. Для некоторых, наверное, долго, потому что есть разные экспертизы, которые и год, и 2 времени.
И, наверное, есть случаи, когда это по времени только. Но мы постараемся, если не такой, я не знаю, громкий или такой большой объем работы, то побыстрее решать этот вопрос. Люди говорят, что полиция стала инструментом правящей власти. Я гарантирую, что это не так. Я, наверное, встретился с правительством в мой мандат, который уже 4 года, да? Больше, чем 4 года, наверное, 2 раза. Так что я не могу сказать, если так посмотреть, я не был ни на одной платформе с политическими лицами. Ни в студии ТВ, ни в разных церемониях. Я постараюсь, чтобы быть по моему уполномоченным полицейским. Люди говорят, что полиция берет с поличным только наркокурьеров, а организаторы всегда остаются в стороне. К сожалению, не так. Но хочу сказать, что на самом деле то, что связано с наркотиками, это проблема. И если смотреть наш сайт, то увидите в каждый день, вот и сегодня, наверное, 2 информации публиковали мы насчет наркотиков. Для нас проблема – это контрабанда с наркотиками. И сейчас даже работаем на одном механизме, который могли бы решить этот вопрос, чтобы они не вошли на территорию Республики Молдова. Потому что самая большая проблема то, что они возят в стране, и мы видели разные методы, которые они используют для этого. И консервы прямо с фабрики, которые смотришь впервые, видишь, да, там консервы. Должна быть консерва. Да, или эти разные пьесы для... И там просто так сделано, что... Так спрятано, имеете в виду? Да, именно так. И это есть проблема. Сейчас мы работаем над механизмом с пограничной службы, с таможенной службы, АНТА, чтобы создать, есть не только механизм, который могли нас помочь по аналитике, чтобы мы побыстрее нашли эти наркотики. Но если взять, то по территории Республики Молдова нету таких лабораторий, которые сделали наркотики. Больше того, если взять в последние 2 месяца, именно наши операции с Молдавией мы помогли расследовать международные эти лаборатории. Был случай, когда мы работали и про 4 лаборатории было сказано, нет? Не, те 4 другие, последние 4, которые были, но были 36 лабораторий, когда мы работали, и мы дали информации наших партнеров, чтобы ликвидировать, наверное, их, да? Или помочь? Не. Как минимум для начала обнаружить. Обнаружить, да. И после этого, я думаю, что у нас скоро будет поменен закон. Ужесточен будет или как? Да. В первое чтение уже был. И, наверное, на следующее, или после недели будет второе чтение. Это позволит поставить какое-то более надежное заслоны наркотрафику? Именно наркотрафиком. И, понимаете, в последнее время как-то оттянут в эти провокации. Втягивают. Да, совершеннолетние. Несовершеннолетние. Несовершеннолетние. И именно и в этот аспект, чтобы... Учесть. Да. То есть, если кто-то втягивает, чтобы он был наказан, наверное, жестче, кто втягивает. Он большой так,
Но и важный Очень. одновременно Да. с этим, потому что это, собственно говоря, это Если честно, большой если порог. не вошли бы эти наркотики на территорию республики, то не были и другие эти... Оттуда вытекающие Да. проблемы, да, производные. Люди говорят, что мелкие нарушения наказываются строго, а крупные затягиваются. Не затягивается, потому что не можешь ставить уголовное расследование с административной расследованием. На одну чашу весов. Да, из-за этого и по времени они в уголовной, само собой, будет побольше времени взять. А следующий вопрос и последний в этой рубрике, он прям где-то там эхом отдает, почти как в Советском Союзе об этом говорили. Люди говорят, что в полиции зачастую дела решаются по знакомству или через влияние. Это так? Если знаете случай, который кто-нибудь решил какой-то вопрос по знакомству именно через меня, я отдаю в отставке. Но я не могу сказать, что нету случаев, которые решаются тоже по знакомству или по другим мерам. Именно для этого мы и работаем, чтобы таких случаев не были в нашей структуре. Мы видели и в прошлой неделе, и позапрошлой неделе, когда мы задержали даже наших сотрудников, которые не соблюдают закон. И это у человека должно быть правосудие по закону, а не по знакомству. Ну вот мы говорили о том, что отставка, да, произнесли это слово, вы здесь сейчас в этой студии, и мы слышим, как парламентская оппозиция требовала вашей отставки. В каких случаях, в каком случае вы готовы идти в отставку? Не знаю, если мое руководство попросит, чтобы освободить место, то я офицер, и я исполняю эту ситуацию. Но я не могу сказать, что я что-то нарушил или что-то не соблюдаю. Постоянно было и будет, наверное, когда оппозиция попросит отставки некоторых лиц в стране, но это не значит то, что я не должен соблюдать закон и исполнять мои обязанности. Вы стали говорить, когда мы задавали вопрос из рубрики «Люди говорят что?», подробно вы стали говорить о наркотрафике, о наркоторговле. У нас есть одно видео, мы предлагаем сначала его посмотреть и чуть-чуть углубиться в эту тему. И как жаль, но оно из Гагаузии. Да. Это Копчак, мы видим тут задержание. Оперативная съемка, которая Да, была да. в общественном пространстве. Да. Мы видим деньги и наркотические вещества, которые были Это, найдены. если не ошибаюсь, 2 недели назад были. Да. Да, это Копчак. Ну, почему мы показываем эти кадры? Не для того, чтобы напомнить... Возможно, это понятное дело, что это чьи-то родственники, чьи-то близкие, но мы говорим о проблеме, которая имеет очень большую опасность для... Мы говорим о проблеме, которая имеет большую опасность для нашего сообщества. И поэтому вот что за этими кадрами? Мы видим, что очень много таких подобных в других населенных пунктах задержано по наркотрафику. Что можете сказать о Гагаузии вот по вопросу именно наркотрафик и Гагаузия? Какие у вас есть данные, которые должна была бы знать общественность? Насколько масштабы? Если у нас честно, в то Гагаузии? не могу сказать, что вот именно в Гагаузии такой масштаб. Взять по сравнению с Кишиневом. Самый большой в Кишиневе есть. Город Но больше. мы видели и в Бечо, и в разных селах тоже есть такие случаи. Если взять по статистике, то в Гагаузии не так уж большой процент, но все равно там, где есть информация, мы должны реагировать на этого. И если я не ошибаюсь, то здесь была марихуана, но есть случаи, когда тяжелее, но все равно не имеет значения. Если человек нарушал, и он должен отвечать. К сожалению, у нас все хроматографы, это аппаратура, которая сделает экспертизу на наркотиках. У нас сейчас 4 хроматографа. Еще... На всю страну?
Да, и еще 2 купили, скоро будет у нас. Ну, один стоит где-то 250-300 тысяч евро. Ого. Это очень Дорого. Но все равно у нас, так взять, на эти хроматографы где-то в течение года сделается где-то 15-20 тысяч экспертиз. Но говорили о том, что сейчас распространение наркотиков осуществляется в основном через какие-то сети, допустим, Telegram и так далее. Да, это первое, что есть, Да, именно Telegram. Что Была надо знать информация о том, что 320 аккаунтов таких анонимных были найдены, то есть неизвестно, кто стоит за этими аккаунтами. Готова ли полиция Республики Молдова работать вот с этими современными вызовами? С сожалением, я не помню точно сколько, но у нас есть эти данные. И мы обратились к администрации Телеграма, когда вот задерживаем кого-нибудь, который торгует с наркотиками, и мы видим, что по какой-то платформе там именно Telegram, мы постоянно обращаемся к администрации Телеграма, чтобы заблокировать, хоть если не хочет, чтобы отдадить нам данные, кто стоит За ним? сзади этого IP аккаунт или другой. С сожалением, наверное, больше года, с ноября 2024 году, не было ни одной реагирования, ни один ответ. Что делать? Ну, мы не оставляем руки, все равно мы работаем дальше. Скоро, наверное, через месяц, уже практически готово у нас. Мы создали платформу для реагирования информации анонимно для людей, чтобы люди сообщали насчет, если знает хоть кого-нибудь место, закладки, да, чтобы они сообщали нам через этой платформу. Она будет публична, анонимно, публично, но, наверное, через месяц-полтора она будет уже в практике. А до сих пор не было случаев, когда люди сами без этой платформы говорили бы об этом? Очень-очень редко есть такие случаи. Ну, никто не хочет прежде всего, люди информатором, да? постараются, чтобы поставить на Facebook или... И вот сегодня был случай, когда мы видели по одной платформе, что вот там в Кишиневе в какой-то секторе, и мы уже сами зарегистрировали это и начали искать. Но если в тот момент, когда ты видишь это и ты сообщаешь нам об этом, для нас легче, чтобы подъезжать 112 там наш экипаж и работал. Ну, мы понимаем, что иногда люди боятся, чтобы сообщить это через 112. Из-за этого мы думали, чтобы создать эту платформу для приема анонимных сообщений. Именно анонимных. Человек даже может не сказать, кто он, где он. Если он сделает хоть одну фотографию с того места и отправит нам, не имеет значения. Или человека, или этом, наверное, просто напишет там два слова, что вот здесь есть наркотики, вот нам отдадит место, координаты, и мы знаем, что вот именно здесь мы должны, нас не интересует, кто стоит за это сообщение. Для нас важно, чтобы нас сообщали. Ну, есть там и риски, потому что ложных сообщений тоже может быть очень много. Мы сделали эти фильтры, которые, чтобы не сообщали 50 или 100 раз, чтобы заблокировать, есть предусмотрены эти риски, чтобы не были такие случаи. Давайте пойдем дальше, и невозможно не говорить в этой студии хоть сколько-нибудь о деле Вартика, громкое дело, которое... Ну, это страшная, ужасная история, которая, я думаю, что не оставила ни одного человека равнодушным. И тем не менее, что вы сегодня можете сказать об этой истории, как вывод полиции из того, что вы можете сказать? Ой, к сожалению, это, наверное, для каждого из нас трудно говорить, что случилось с Людмилой.
И, к сожалению, ошибки, наверное, у каждого есть. Те, которые знали, или те, которые, я не знаю, как сказать, Догадывались, может быть. догадывались об этом случаям и не говорили органам. Ну, уже мы имеем то, что имеем. Я, наверное, впервые сейчас скажу вас в студии, что десхумария, эксгумация уже произведена. Сейчас работает эксперты. Я думаю, что скоро у нас будет новый рапорт экспертизы, и увидим, что там нового. Но все равно, кроме этого, есть экспертизы телефона, которые сейчас наши аналитики работают по этому. Есть еще экспертизы письма, которые были оставлены с Людмилой. Но я думаю, что до самого конца все равно правда будет восторжествовать. В группе не работает только полицейские. Если взять, работает 4 прокурора и только 2 сотрудники полиции в этой А это межсекториальная работа ваша? Да. Но все равно, я думаю, что скоро будет ясно, что там было. И для нас главное, чтобы эта экспертиза, которая в эксгумации, новая экспертиза, которая в этой группе фигурирует, и эксперт с Румынии, чтобы был вердикт, так скажем. Ну и для общества очень важно, чтобы это было справедливое расследование, которое получит какую-то огласку для общественности с точки зрения справедливости в первую очередь. Потому что иначе не остается или мало остается доверия их полиции, правоохранительным органам, а вообще государству, если такие Самое случаи... главное, чтобы люди поняли, что в таких случаях не молчали, чтобы сообщали. Потому что, к сожалению, мы установили, что вот в прошлом году... У нее была попытка. Не, я хочу сказать, что полиция была информирована о 18 тысяч случаях о виоленции в фамилии. О насилии в семье. Да. Ну, это взять много, но лучше, чтобы нам сообщали, и мы проверили это, что... чем замалчивать эту проблему, да? Вот видим, что случилась ситуация с Людмилой. Как вы относитесь к критике? Потому что вы лично, я сейчас говорю о вас как о человеке, который руководит системой, которая должна обеспечить в Молдове правопорядок и общественный порядок. Очень хорошо. Хорошо это как? Вас критикуют, а вы? Смотря кто критикует и как критикует. Если критика конструктивная, то я постараюсь учить с этой критики, чтобы больше так не случилось. Но когда просто есть такие там критики, только чтобы они назвались критиками, то смотрю, наверное, как любой человек. Но если критика придет с одного человека, который, или, я не знаю, журналиста, или гражданина, рекомендует что-то, то для меня это нормально. И я постараюсь понять и учить с этого. Давайте посмотрим мнение одного эксперта о работе полиции. И, в частности, это мнение было высказано в том числе по отношению к ситуации с Людмилой Вартик, к истории с Людмилой Вартик. Давайте посмотрим и послушаем вас после. Огромное количество таких посланий от бывших работников силовых структур, которые говорят, это общеизвестно, и это было всегда, и осталось и сегодня, что силовые ведомства, и в частности полиция, крышуют бизнесы нелегальные, крышуют наркоторговлю. Я это говорю, еще кто-то об этом говорит, мы об этом говорим, оппозиция говорит и так далее. Нынешняя власть говорит, что это неправда, это инцидент. Но если руководство будет и дальше так
реагировать на эти вещи, как это сделала министр внутренних дел, как это делает Черноуцану, начальник инспектората, то доверие и поддержка к нынешней власти будут таять на глазах, без всякой российской пропаганды. Это вот такое реагирование или тактика замалчивания, покрытие преступлений, она более разрушительна, чем любое вредоносное влияние извне там, и так далее. Вот существует ли такая тактика замалчивания с вашей стороны, вот о чем говорит эксперт? Ну, я не знаю, о чем имеет В виду. Но в этом видео в том числе дана оценка работы полиции и вашего... больше всего, наверное, этот случай, который был в Ботанике у нас. Да, когда несколько полицейских были задержаны. Но я сразу сказал, что я никак не... не защищаю этих. Больше всего я или наши коллеги с полиции вместе с ЧНА работали, когда сделали эти проверки, когда сделали задержание этих сотрудников полиции, да. И для меня это неприятно, но в то же время я понимаю, что в таких случаях будет урок для других, и это нужно дальше работать. И таких сотрудников не должны работать в полиции. К сожалению, тот, который имел больше стажа работы в полиции, у него до сих пор было 4 уголовных дела, которые были заключены. Закрыты. Они были закрыты. И получалось, что вот были 4 уголовных дела, и все были закрыты. Он как-то чист. В это же время он был уволен с системы, но, к сожалению, его восстановили на работе с суда. Те остальные 5, которые были задержаны, к сожалению, они самый молодой, который 6 или 7 месяцев имеет как работа. Для нас это проблема. Сейчас я говорил и раньше. Так у него были наставники, его подключили к этому, так получается? Именно для этого, что не были хорошие наставники, которые научили его работать, и был остановлен трудовой договор и с начальником инспектората полиции. Вы знаете, очень интересная ситуация. Да. Смотрите, то, о чем вы сейчас говорите. 20 лет человек работает, имеет стаж работы в полиции 20 лет. У него 4 уголовных дела, которые были закрыты. Его увольняли новым Нет, судом. 20, но все равно не имеет значения. 4 или 5, но если у него есть 4 уголовных дела, и этот человек находится в рядах полиции, и мы, государство, надеемся, что он будет ратовать за порядок и нам его обеспечит. А почему такие люди работают в системе правоохранительных органов? К сожалению, я сказал, я уволил один раз его. Но суд восстановил. Суд восстановил. Смотрите, да, простите, вот господин Тулбери говорит о том, что мы знаем, что это было раньше. То есть вот это явление, о котором он говорит, что... Наследство. Да, вы получили как наследство. Возможно ли очистить систему? Вы видите реальные шаги, что это можно сделать в ближайшей перспективе? Возможно очистить систему. Для этого мы и сотрудничаем с ЧНА, с прокуратурой, именно чтобы очистить систему. К сожалению, если взять по процентам от... В 2005 году те, которые начали работать в полиции, практически все были после академии или колледжа полиции. Со специальным образованием. Со специальным. Там все равно их фильтрировали. Сейчас, если так взять, в течение года мы возьмем на работу где-то 800-850 сотрудников, то только 50 с них после академии. После академии. Остальные все после разных... других учебных заведений? Или даже... Вот эти 5, которые были, 3 были после университета де спорт, спортивного университета.
и 2 после лицея. Ну, это никак не То здесь есть проблема. оправдает, Кадровая. Кадровая Да. проблема. Важно, чтобы И из-за люди... этого еще в прошлом году мы написали рапорт у правительства, чтобы поменять меры подготовления Кадров наших для полиции. кадров, чтобы создали снова колледж полиции, чтобы мы сумели научить там наших сотрудников сначала, потому что он придет на работе, он идет, если взять этого, который самого молодого, у него 6 или 7 месяцев работы, 5 он был на Практики. не практика, а подготовление Стажировка? Стажировка. подготовление в академии, чтобы он изучал все эти, и он работал месяц, и видим, что он Вовлекся творяет. в это. Да, так что я думаю, что мы дальше должны работать. Критика для того, чтобы мы найти лучшие решения. Так что я думаю, что и дальше мы будем работать, чтобы такие кадры не остались в системе. Если взять в прошлом году, я уволил где-то 28 сотрудников именно по разных нарушений закона, да. Так что... Вы знаете, мы тут приводим примеры, не примеры, а приводим цитаты разных людей. Мы нашли цитату Майи Санду, которая сказала в эфире одной из передач последних, журнал ТВ делала, сказала Майя Санду следующее. Полиция и другие органы должны работать более решительно и независимо. Как вы, как человек, который руководите этой системой, воспринимаете подобное, сказанное президентом? Что в словах решительно и независимо? Я думаю, что мы независимы, но на этот период мы должны как-то больше изучать законы, и чтобы все наши сотрудники поняли, где они работают, и те правила, которые они должны соблюдать. К сожалению, мы в каждый день по 2-3 курса имеем по правам человека, по разных ситуациях. Но, к сожалению, в течение года мы приготовим где-то 1500 сотрудников, а у вас но у нас 9000. Получается, что никак не можем всех обучать. Вот если взять в прошлом году, когда был изменен закон, и эта статья 47 по коррупции, тогда нам помогли коллеги с Промолекс. Да. И мы были в каждом инспекторате полиции, чтобы преподавали как нужно создать эти протоколы. И, к сожалению, нету столько преподавателей или людей, или органов, которые помогли, чтобы обучать. Или мы и обучим, но, к сожалению, через год или меняется закон. Не меняется закон, но они уходят с системы. Приходят другие, которые... И приходят другие. И те, которые мы сделали как эксперты. Вот последний год мы подготовили, если не ошибаюсь, где-то 400 наши сотрудники по психологические, педагогические именно чтобы работали в школах с несовершеннолетними. Да, именно по наркотикам. Мы приготовили более чем 400 людей, сейчас остались где-то 300 из них. То есть это говорит о том, что из полиции уходят люди? Если ответ на вопрос, они уходят почему? Низкая заработная плата, сложная работа или что здесь? Чего больше? Каждое освобождение с полиции мы сделаем анализируем. К сожалению, первый критерий, который остановится, это зарплата.
А какая зарплата у полицейских, так чтобы средняя? Ну, смотря средний. Если взять парни, Начинающие которые полицейские. начинающие, где-то 8500 9000 леев. Или заработная плата. Это у начинающего. Самая большая зарплата, ну, наверное, это в полиции где-то у нас, у руководства. Но так в среднем взять, те, которые имеют и стаж работы, и где-то 15-16 тысяч лет. А какая у вас зарплата? У меня на карт 36 тысяч. Ну, вы приблизительно получаете столько, сколько исполняющий обязанности Башкана в Гагаузии или Аузман. У него чуточку меньше, у него 32 800. Получается, что взять с другими начальниками, да, Сравнить. у нас, у полиции самые низкие по сравнению. А Ну, вы это говорите о ведь это реформах, неправильно. а что задумано и что нужно сделать Да. для того, чтобы все-таки полиция и эта структура, эта система должна быть самая крепкая для того, чтобы граждане ощущали себя защищенными в государстве? Наверное, в следующем году мы начнем реформу административно-территориальную. Сделаем еще 3 управления полиции, региональные управления полиции. Остается Кишинев, Ута, Гагаузия. Отдельно, как Это структура. Про отдельно. Гагаузию поговорим сейчас. Да. Да, Ута, Гагаузия остается отдельно. И сделаем еще север, центр и юг. И здесь будут разные проверки, именно для того, чтобы создать хорошие эти учреждения. А чем, что сегодня не так? Ну, сейчас у нас в каждом районе есть инспекторат полиции, там начальники, там есть разные административные эти... Райадминистрация имеете в виду? Ну, Единицы. контабель, Бухгалтер. То есть вы имеете в виду- юристы, кадры и так далее. Все это будет только Оптимизировано? в управлении, а все остальные должны работать. На местах. А есть районы, которые, ну, взять так, Басарабяска или Шолденешт, там даже не можешь оставить ту же структуру, которая есть и у других районов, где из-за этого нужно как-то... У нас нет тот комфорт, который был раньше, и мы должны сейчас как-то отреагировать так, что оптимизировать и сделать... Если хотим хорошую зарплату, то мы должны понять, что нужно структуру оптимизировать по другой. А как вот эти ваши 2 реформы будут совмещаться? То есть, с одной стороны, будут укреплены ваши центры, да, они будут укреплены, но с другой стороны, вы говорите о том, что будете реагировать в течение 15 минут на Нет. каждый вызов. Только администрация будет в эти. А Оптимизирована. все остальные остаются те же самые в районах по реагированию. Вот видите, примерно как и здесь в Гагаузии. Я думаю, что это очень хорошо. Начальник инспектората Камрата, он имеет обязанности найти эти, которые нарушали, или у него нет Нет обязанностей. обязанности взять на работе кого-то, Он не думает о или кадрах. сделать зарплату, или для этого есть управление, и управление решает занимается. все эти вопросы для. То есть в Гагаузии этим занимается управление внутренних дел? Да. Управление... Да. Так, АТО Гагаузии, да. Давайте поговорим о Гагаузии. То же самое в потому что- Кишиневе. Давайте поговорим о Гагаузии и о человеке, который исполняет обязанности, да, начальника управления. Да. В Гагаузии, я имею в виду. Почему исполняет обязанности еще, а не утвержденный? Потому что, к сожалению, закон такой у нас сегодня. И с 2022 году, наверное,
когда отдал в отставку бывший начальник управления, и после этого никак не могли найти общего решения насчет того, кого назначить здесь. А кто искал это решение и что делали вы, как главный инспектор? Я попытался, и я предложил кандидатуру и нынешнего начальника. К сожалению, нету никакой реакции, а другой реагирования или кандидатуру не было с стороны... Это Башкан должна исполнительный была... комитет должен был. Да, Башкан Да, должна Башкан, была... Как она что должна была сделать? Она должна была выразить согласие? Нет, или согласие, или... Предложить другую кандидатуру, да, которую должны были потом утвердить вы. Да, конечно, я утверждаю. Смотрите, я помню, как Гагаузии, по-моему, это был 2010 год, может быть. Но я извиняюсь, если честно, для меня приятно, когда я сейчас приезжаю в Гагаузию, и коллеги здесь организовали турнир футбола, где были и консулат Румынии, и разные другие учреждения. Для меня это приятно. Когда я услышал с наших коллег здесь в Камрате, что они интоняют гимну, исполняют гимн Республики Молдова. Да, я понимаю, что для них трудно, но они постараются. Мы сделали так, что они научили румынский язык здесь. Курсы проходили, наверное. Да, были курсы здесь, в инспекторат полиции. Я, когда приезжаю, я разговариваю с ними на румынском. И это для меня... Скажите, вот теперь получается, что исполняющего обязанности назначили вы, да? Да. В Гагаузии. Есть ли какой-то конфликт между другими структурами здесь, на территории Гагаузии? Да. Так как Кишинев, получается, назначил. Если честно, нету. В моей стороне не было ни одной... Вот в отношении того человека, которого вы назначили, который исполняет обязанности, он и другие структуры как здесь сосуществуют, нормально. как работают, нет конфликта? Нормально, он вроде бы нормально. Вы знаете, есть такой пример, который, по-моему, вот начала говорить чуточку раньше, 2010 год, когда господин Кептенару, он был, по-моему, первым Юрий Кептенару. Юрий Кептенару, да. Да? Бывший вице-министр. Да. Но до этого он был начальник управления здесь, в Гагаузии. Вот я об этом периоде как раз хотела сказать. Это тоже было такое первое назначение кого-то на эту должность из Кишинева, и это первоначально было воспринято тоже как-то так. Но я помню, я, как многие другие активные жители Гагаузской автономии, слежу за тем, что происходит в автономии все эти годы. И мне кажется, что это был самый такой удачный период, когда не было никаких разногласий. После этого был еще Чеботарь Иван Георгиевич. Я имею в виду, что он был первым, который на острие каких-то конфликтов появился как человек, которого, дескать, привели сюда из Кишинева. Но Лена Федоровна задала этот вопрос, как сейчас, нет ли конфликтов, потому что если внутри системы, в которой работают сотрудники полиции в Гагаузии, с назначенными исполняющими обязанностями, который не согласован, получается, с исполнительным комитетом, если нет конфликтов, то, значит, все идет нормально? Если честно, то нет никаких конфликтов. И он партичпа участвует в эти собрания, в народное собрание, на заседании. Я не вижу никаких конфликтов. Если будет момент... Можно еще один момент мне хотелось сказать? Вот мы сегодня много говорили о том, как работает полиция и так далее, но очень важно, чтобы люди доверяли полиции, да? Вы упоминали Промолекс. Вот Промолекс провел у нас здесь на территории автономии в марте этого года исследование. И вот что показало исследование, как относятся здесь на территории Гагаузии к полиции. Вот мы сейчас покажем вам эту таблицу. Вы видите, согласно этой таблице, что полиции доверяет где-то 20% жителей автономии. Что делает полиция или что должна делать полиция для того, чтобы этот уровень повысился? Мы понимаем, если полиция не была в первом ряду, если полиция не заполняли эти протоколы, если все это не было, но не может быть, чтобы в то же время, когда ты создаешь или
напишите протоколы людьми, чтобы они Могут они любить тебя за любили это. тебя. Ну, мы же Ты это понимаем. наказываешь. Но все равно я не могу сказать, что нету места для лучшего в эту сторону. И мы должны слушать то, что люди говорят, что где наши эти промахи, чтобы они не были дальше. Я думаю, что уже в следующих годах не будут таких ситуаций, как были в прошлом году или позапрошлом, когда были эти коррупционные ситуации, чтобы это доверие Получить выше, да? Выше, да, чтобы было выше. Ну и в завершении этого выпуска хочется задать такой вопрос. Я понимаю прекрасно, что полиция, и, в общем-то, как все граждане понимают, полиция обеспечивает общественный порядок, законность действий каждого гражданина в этой стране, следит за этим во всяком случае. Ну и за безопасностью, конечно, все надежды на правоохранительные органы в любом государстве. А как вы, как человек, который должен обеспечивать безопасность своей семьи, есть ли какие-то у вас опасения, как вы это для себя обеспечиваете? Потому что ваша работа всегда под каким-то риском. Ну, понимаю, что по каким-то рискам, но я думаю, что и моя семья, как все люди в этой стране, должны жить на равном ситуации. У меня нет охраны, у моей семьи нету охраны. Мои дети едут, как и те другие ребята, по городу, так что, но моя обязанность, чтобы все люди жили и чувствовали себя защищенными. Защищенным, конечно, да. Это самое главное для меня. Но для этого мы и работаем. Если взять так, у нас не могу сказать, что плохой результат насчет преступности. Раскрываемости, да? И раскрываемости, и преступности, потому что у нас, если есть разные преступления, то они в обществе в семье случаются. К сожалению, вот эти ситуации, когда или соседи что-то не поделили, или больше всего в ситуации алкоголя или таких случаев. Но чтобы были разборки или разные эти бандитские разборки, у нас нету сейчас. А какие 3 самые главные проблемы Молдовы вы назвали бы как гражданин? Проблемы? У Молдовы? Ну, наверное, доверие в органы, наверное, интегритет персонала, ответственность людей. И, наверное, это человечество, чтобы... Человечность, да. Да. К сожалению, у нас, если у кого-нибудь чуть лучше или хорошо, то он уже наш враг. У него тоже должно быть плохо. Не то, чтобы мы что-то сделали, чтобы помогли или помочь этому человеку. К сожалению, мы обсудим это, зачем у него хорошо. Зависть, что ли? Да. Мы искренне благодарим вас за то, что вы дали согласие работать с нами в этом выпуске на русском языке. Да. Мы понимаем, что как вам было сложно, но мы очень признательны за то, что вы приняли наше приглашение. Спасибо и вам. Это моя первая передача на русском языке, где я участвую. Так что я извиняюсь за мой плохой русский язык. Но мы вас поняли, я думаю, что и зрители тоже. Ну и одновременно с этим мы оставляем за собой право, завершая этот выпуск, просить вас о том, чтобы сотрудники полиции, которые работают на территории Гагаузии, были также открыты, как и вы. Мы вам позвонили, с вами созвонились, и вы приняли наше приглашение прийти в студию, открыто поговорить о вопросах, которыми занимается полиция в нашей стране. Они также должны быть к этому открыты. Обязательно. Каждый полицейский должен быть открыт и помочь людям. Не имеет значения в масс-медиа или на улице, но это самое главное. Открытость. Открытость.
Вы не боитесь критики, мы это поняли, вы критику воспринимаете, вы открыты. Мы оставляем с собой право приглашать еще, потому что мне кажется, что в нашей стране очень много вопросов, и больше всего, мое мнение, больше всего они возникают потому, что есть определенная закрытость определенных структур гражданам. А вот если открыть и обо всем говорить, будет легче. Я приглашаю вас и в Кишиневе, пожалуйста. Приезжайте, увидите нашу кишиневскую полицию. Так что... Спасибо. Вот такое ответное предложение. Спасибо вам, господин Çernovtsan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biz de sizi. Böyle çekittik, böyle de bitirelim. Sağ olasınız. Друзья, ну а мы, Елена Карамид, И Екатерина Жекова. говорим вам спасибо. У нас сегодня в студии был Виорел Çernovtsan. Оставайтесь с нами, следите за нашими дискуссиями и ставьте лайки. Вы знаете, почему мы просим вас это делать? Это помогает продвигать нам наш проект. И еще, самое главное, число единомышленников в стране должно быть больше. Тогда мы будем крепче.